Два десятка претендентов, оттесняя конкурентов, бой за кресло президента дружно кинулись толпой. Ну а что же делать, если им удобно в этом кресле было? Можно, все бы влезли, это видит и слепой. По велению закона, отвалив по два лимона, осчастливить Украину претенденты норовят, аж потеют от старания, раздавая обещания, и посетители вещания обещают все подряд. Каждой женщине мужчину, потребителю картину, а крестьянину скотину, всем же вместе сущий рай, всем мальвинам буратино, голодающим мивину, кофе, чай и капучино, приходи и выбирай. Порошенко лидер гонки, он знаток реалий тонкий, и по мнению экспертов победит, конечно, он от кума президента, путь пройдет до президента, и набрав свои проценты грустно плюхнется на трон. Где кнутом, где шоколадкой, где в обход, а где украдкой, он ее жизни сладкой в Украине воплотил. Может, он и не безгрешный, но зато весьма успешный, но не зря же он сердечный по Майдана оплатил. Он в финансовом азарте поменял немало партий, многоопытный политик и в интригах знает толк. Бизнесмен нардеп красавец, не кладит такому палец, с виду шоколадный заяц, а в натуре сущий волк. И при этом добром дяде, чином спереди и сзади, все мы будем в шоколаде, как нам нынче говорят. Мы сегодня верим тоже в чем-то, все мы будем все же, что на шоколад похоже, но совсем не шоколад. Правда, против Порошенко выступает Тимошенко, объявляя олигархам беспощадную войну. Ей же стоит только взяться на экране показаться, олигархи прослезятся и наполнят нам казну. Порошенко запиарил, громко в грудь себя ударил. Век не быть не олигархом, обещание даю. И изберусь и вот тогда-то я продам Рошен, ребята, жить я буду на зарплату президентскую свою. Многоопытный Тигибко, хоть и не был первой скрипкой, вел себя довольно гибко, так что рейтинг сохранил. А речистый Добкин Миша, вдруг оставшийся без крыши, стал сейчас гораздо тише, но партийность не сменил. А Царев, как и Тигибко, самовыдвинулся шибко, их рывок сочли ошибкой, дерзким вызовом братве. И Тигибко, и Царева исключили Образцова, регионы нынче снова без Царева в голове. Янукович хоть смотался, но гарантом все же остался. Нынче тянет он в России президентский первый срок. Дым отечества родного променял на тишь Ростова, нам несет живое зломо убежавший наш царек. Совершенно новый вектор обозначил правый сектор, разбудивший на Майдане силовую карусель. Эти резвые ребята сокрушали все когда-то, и в прицеле автомата очень ясно видят цель. Олигарх, министр и рейдер, безработный врач и рейдер, вот компания какая в президенты собралась, прямо в пору прослезиться. Знакомые все лица, ну держись теперь, столица, супергонка начала.